Добрый день, 11 в Башкирии. В эфире программа «Аспекты мнений». Меня зовут Дмитрий Колпаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. На сегодняшний наш гость, кандидат исторических наук, завкафедры истории России, историографии и источниковедения Института истории государственного управления БашГУ, зампред Общественной палаты республики, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов. Добрый день, Рамиль Сибулович. Здравствуйте. Только сразу поправлю, не БашГУ, а с 1 ноября Уфимский университет науки и технологий. А как его мы теперь должны сокращенно УУНТ или как? Нет, УУНИТ. УУНИТ? УУНИТ. Ну, или вообще у нас есть официальное сокращение, просто Уфимский университет, можно так говорить. Уфимский университет. Это тоже законная, так сказать, терминология, либо сокращенно Уфимский университет, либо УУНИТ, ну, вот так. Понял. Рамиль Сибулович, мы для вас приготовили небольшой видеофрагмент. Давайте послушаем. Когда мы видим, что каждый день уничтожается инфраструктура, которая помогает Украине воевать, убивать наших людей на уже наших территориях, меня изумляют люди наши, которых я знаю достаточно, к сожалению, много, в том числе в очень высоких кругах, которые этого боятся и в каком-то смысле боятся называть вещи своими именами, потому что а как же, что подумают там? Так вот для них из высоких кругов на пенсию? Совершенно наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то Гааги, послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. Оттого еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, даже его представить себе мы не нельзя. Можем проиграть. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить. Просто не будет никакой Гааги, если так случится. Ничего не будет. О чем речь? Весь мир в труху. Весь мир в труху? Вы думаете, так этим и закончится? Вы историк, вы должны наперед знать, чем все закончится. Как считаете? Закончится победой России, если мы, конечно, не будем действительно, как говорят наши сейчас вот спикеры, подписывать какие-то левые соглашения. Но я думаю, не будет, потому что у нас уже прошел референдум на этих территориях, они часть Российской Федерации. И закончится равно победой, это понятно. И это представляют и наши оппоненты, в том числе руководство стран НАТО, это прекрасно представляют в Евросоюзе. Ну и на Украине, кроме оголтелых руководителей, собственно говоря, тоже понимают все это. Страна, у которой больше ресурсов и которая имеет возможности, соответственно, эти ресурсы разумно использовать, она побеждает там, при любом раскладе. Почему же все-таки заговорили о Гааге внезапно? Раньше такого нарратива не было. Ой, это чисто информационная война, это нормально. Вот я могу сказать, что я тоже отслеживаю, так сказать, все эти эквилибристику языковую, чего там делать, чего не делается, потому что это элемент информационной войны. Буквально несколько дней назад через журнал Рида, значит, американский, там такой левый был вброс, что Россия готовится применить химическое оружие. Типа вот вам как в Сирии. Но дело в том, что Российская Федерация уничтожила химическое оружие, это подтверждено уже массой разных там инспекций, а наоборот, США не успела уничтожить, они физически не успевают уничтожить, не то, что они плохие, а просто физически, не успела уничтожить химическое оружие. Никакого химического оружия в России нет. Применять его точно так же, это означает применять против своих солдат, которые там находятся. У нас нет такого количества так сказать, противогазов для мирного населения, для всего. Ну, то есть не будет. Вот этот вброс провисел буквально 3 дня, как я посчитал. Сейчас он быстро ушел в небытие. Вот сейчас вброс про пугачка такая, про Гаагу, про какие-то суды там. Ну, мало ли, что какие вы суды там делаете. Они нелегитимны, если они не признаны. Соответственно, дальше будет еще какой-нибудь вброс. Их полно. Это текущая работа информационщиков с той и с другой стороны. Вбросы. Нормально. Просто не надо вестись на это и не обсуждать вещи, которые, очевидно, глупые. Ну, или бы сказать, что это просто не актуальная повестка. То, что разрушается инфраструктура, это давно было понятно, что надо было делать именно так. Таким образом, страна принуждается к миру. Так поступала США в отношении Югославии в 1999 году. Они войну выиграли уничтожением инфраструктуры, заявляя, что пока Милошевич не подпишет, мы будем методично ее уничтожать. Это, собственно говоря, элемент военной стратегии. Инфраструктура уничтожается для того, чтобы
перевозки были парализованы, не получали электроэнергию узлы управления, потому что все это связано. Но мирное население теряет, конечно, жизненный уровень, люди находятся в состоянии тяжелом, но такой выбор – это война, боевые действия. Тут по-другому не получается. Отлично. Дорогие друзья, напомню, что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю через чаты трансляции в Одноклассниках, в Ютубе, ВКонтакте. Пожалуйста, пишите, комментируйте, лайкайте. Равиль Владимирович, не могу не обойти уже как бы внутреннюю повестку, внутрирегиональную. Мы с вами не виделись примерно 1,5 месяца. За это время появились слухи, даже не слухи, а уже как бы некоторые заявления топонимической комиссии Уфы. Как вы считаете, стоит ли присваивать одной из улиц в южной части Уфы имя Владимира Жириновского? И стоит, и не стоит. Жириновский политик, это человек, уже вошедший в историю, сложившийся имидж политика. Его имя связано с историей России 90-х и начала 2000-х годов, это однозначно. Несколько неоднозначно его воспринимали здесь и воспринимают, судя по тем заявлениям, которые он давал когда-то в отношении жителей нашей республики, это мы тоже знаем. Существуют сторонники Жириновского в нашей республике, отделение партии, я этих ребят тоже хорошо знаю, там вполне адекватные люди. Соответственно, партия законная, она существовала и существует абсолютно нормально, юридически, законно. Как оценить? Здесь я бы, во-первых, оценивать таких личностей надо, наверное, большой видеть на расстоянии. Я бы предложил просто взять тайм-паузу. Человек ушел из жизни, болел, да, неоднозначный, серьезный политик, человек, с имиджем большим. Надо смотреть, что он сделал конкретно для республики, если мы здесь его ставим, или для Уфы. Возможно, сделано, возможно, мы оценим его немножко по-другому. Но мне кажется, в таких вещах надо брать некий период, отстояться должна ситуация, потому что это политика. Вот если это музыкант или историк, или ученый, писатель, понятно, его творчество-то на виду, оно уже оценено, да? То есть здесь мы как-то можем быстро принять решение, ставить памятник или улицу называть, или еще что-то. А с политиками сложнее. Поэтому, я думаю, надо очень внимательно подумать. Вот до сих пор Ельцин-центр в Екатеринбурге вещь неоднозначная для самого Екатеринбурга, хотя это их человек. Я хорошо Екатеринбург просто знаю, там бываю часто, и коллег знаю. Очень разные оценки в элитах и научных, и политических Екатеринбурга этой личности. Хотя он должен быть у них, конечно, Ельцин-центр. Но очень неоднозначно. Поэтому, мне кажется, здесь не надо торопиться, чтобы потом либо не снимать вывески, либо их не переделывать. Просто я думаю, такой момент, что да, принято такое заявление, да, оно возможно быть реализованным, но надо взвесить, будем мы это делать или не будем сейчас, или делаем попозже. А тайм-пауза это сколько примерно? Год, 2, 10? Я думаю, 5 лет после смерти человека политика оценивается уже сразу. Через какой-то срок там уже будет понятно. Да, вроде как бы есть общепринятые даже юридические нормы, что должно быть пройти, по-моему, чуть ли не 20 лет или 25. Нет, там 5 лет должно пройти, если мы хотим поставить мемориальную доску. По-моему, нет, в каждом городе свои нормативы, но, по-моему, в Уфе 5 лет. В каких-то городах, я знаю, Так 3 это года. доску, а здесь название целой улицы. А название улицы и доска, в принципе, одно и то же. В общем-то, мемориализация, публичная мемориализация имени человека. А вот смотрите, допустим, приведу в пример нашего вчерашнего спикера Арсена Нурджанов. Он, допустим, возмущается этому решению. Приводит в пример то, что нет до сих пор никак не увековечено имя основателя Уфы Нагоева. Здесь... Ногой не основатель Уфы. Основатель Уфимской крепости. Уфимской крепости. Не основатель Уфимской крепости, 100% нет. Хватит. Но все равно человек, приложивший... Нисколько не приложивший. Вот он-то не приложил ничего. Что вы детские сказки рассказываете из года в год одни и те же. Он сюда приехал достраивать город, который уже строился. Он просто первый воевода. Первый городской голова, первый управитель города. Строили стрельцы, служилые люди и башкиры. У нас известно, кто ими командовал. Боярские головы, я могу потом информацию дать историческую. И башкирский князь со своими людьми. Шугуров. Там все это описано в документах, это все известно историкам, много раз опубликовано, и понятно, когда это происходило. Воеводу прислали достраивать город, документ так и назначено, и он стал первым городским главой, управлял в том числе и Уфимским уездом.
Он заслуживает хотя бы, не знаю, чего-либо, барельефа. Вот смотрите, люди ногой. Предлагается так: ребята, хорошо, хотите, идите, найдите деньги или сами идите в архив, найдите про этого Нагова хоть что-нибудь, кроме того, что вот он где-то здесь связан с именем Уфы. Вот можно еще что-то найти, но никто никогда не озадачился вообще желанием разобраться с биографией этого человека, как кто он, что. Но это воевода, у него очень там неровная линия жизни. Более, наверное, подробнее бы рассказал мой коллега Булат Ахмирович Азнабаев, который тем очень подробно занимался, смотрел, собственно говоря, вот эти все источники. Он просто был сюда поставлен. Вот в то время все города, которые основывались по указу царя. И ставить в данном случае надо кому? Федору Иоанновичу, по приказу которого строились город Самара и Уфа в первую очередь. Это Федор Иоаннович их основывал. А то, что пришли сюда стрелецкие головы со своими людьми и начали эту стройку, так сказать, по приказу царя, это их работа была. Может быть, я бы поставил памятник, и стою на этой мысли, обязательный памятник строителям Уфы, вот тем стрелецким головам и их подчиненным, служилым людям, башкирским людям, всем, кто вот строил Уфу, вот первый вот этот Кремль деревянный, там и храм Святой Троицы, вот им надо ставить памятник. Тем, кто взяли в руки топоры и возвели наш прекрасный Как сказали город. вы сейчас застройщикам и его подрядчикам, да? Тогда немножко все было по-другому. Царь ставил. Вообще в многих городах, как раз, которые были основаны при Федоре Иоанновиче, по-моему, в Ишкарале поставили ему уже памятник. Можно поставить Ивану IV или хотя бы упомянуть. Иван IV приказал строить, потому что при нем сюда приезжал боярин Артемьев, который обмерял это место. То есть он согласовал с башкирами, что вот здесь будет город. Он сделал обмеры. Эти документы, так сказать, он отвез обратно в Москву, а дальше уже по приказу Федора Иоанновича строился город. Но, возможно, здесь был небольшой острожек, который был брошен, оставался еще при Иване IV. Но это уже там детали. На самом деле, та трактовка, которую нам дает официальный горсовет о том, что Уфа как крепость основана в 1874 году, как город 1574 году, как город в 1586 году, вполне нормально. Да, с 586 года здесь был воевода, это был город, но он достроен был. А строиться начал, возможно, 74-го, а может быть, скорее всего, и в 86-м еще строился. Тут надо уточнять, все работать. У нас в понедельник в утреннем эфире вызвание был представитель азербайджанской диаспоры. Азербайджанская диаспора именно так, как вы сказали, и подошла к своему вопросу. Они пошли в архив и ищут упоминания нахождения здесь, в Уфе, на станции Уфа, экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, когда осваивался БАМ. Их намерение, если они найдут такое подтверждение в архивах или где-либо в других источниках, они намерены установить на станции памятную табличку. Это правильный подход? В принципе, мемориализация каких-то мест, где есть история их руководителя, она вполне нормальная. Гейдар Алиев – это личность, которая, понятно, она в советское время сыграла свою роль. Согласовывать здесь надо не с городом, а с РЖД, потому что вокзал – это собственность Российской железной дороги. И я помню, когда устанавливали доску Маневичу, который там работал, разведчик советский, то там была долгая, длинная история в течение нескольких лет, пока мы согласовали с РЖД вообще разрешение поставить эту доску. Так что, если диаспора согласует, я не вижу здесь каких-то неправильных или правильных выводов. Был человек, сыграл свою роль какую-то, сыграл, поставили ему доску, ради бога. Конечно, я бы вообще отметил бы с Азербайджаном, с диаспорой, может быть, более такую тесную связь и интересную. Это то, что когда вот у нас начались разработки ишимбайских нефтяных промыслов в начале 30-х годов, то был создан Ишимбайский нефтяной техникум, он находился в Стерлитамаке тогда, и, соответственно, первые все курсы, первые выпуски, они ездили на производственную практику в Баку, на бакинский промысл, понимаете? Вот бакинские нефтяники готовили кадры для наших нефтяников. И в годы войны часть предприятий была выкурена именно сюда, из Баку. Вот у нас здесь недавно был вице-спикер Курултая Башкирии Рустам Ахмадинуров. Он посетил 11-й Азербайджано-российский форум в Баку и сообщил о планах построить в Башкирии памятник бакинским и башкирским нефтяникам. Разумно, очень разумно. В честь 90-летия с момента освоения башкирской нефти в Ишимбае. Благодаря им, да, тоже. Как вы это оцениваете? На ваш взгляд, где бы ему было бы место уместнее?
Ну, конечно, мне кажется, что это надо ставить в Ишимбае, там, где, собственно говоря, все это происходило. Но место, может быть, выбрано разное. Это, в общем-то, такая ситуация, которую мы можем по-всякому оценивать. Но я считаю, что в свое время была очень хорошая трудовая связь и поддержка научно-техническая бакинских нефтяников, Азербайджана советского и нашей башкирской автономии. Вот они вложили свой вклад в создание нашей Башнефти. Я напомню, что у нас сегодня в эфире кандидат исторических наук, завкафедрой истории России, историографии, источниковедения Института истории и государственного управления Уфимского института. Университета, да, извиняюсь. Зампред Общественной палаты Республики, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов. А поскольку вы представляете здесь еще и Общественную палату, вот вам другая тема. Экс-председатель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов просит признать себя иностранным агентом. Он подал иск к Министерству юстиции, в котором просит признать незаконным бездействие госоргана и включить его в список иноагентов. Свое желание оказаться в списке он объясняет возникшими моральными страданиями, поскольку он много лет исправно пропагандировал разные госпроекты, но в итоге добровольно решил закончить эти действия. Он также указал в исковом заявлении, что считает список иноагентов перечнем порядочных и смелых людей. Ну, это просто пиар-акция. Это нормальная пиар-акция человека, который теряет очки, которым надо, чтобы о нем, так сказать, было известно. И он, собственно говоря, идет по пути Аллы Пугачевой. Не сам придумал, опять-таки. Ради бога. Ну, по-моему, у них разные мотивы, вы не путайте. Алла Борисовна по такой мотивации, она ей за мужа била была. Ну, это формальная, эта формулировка, она формально всегда существует. За мужа, там, за порядочных людей. На самом деле, это пиар-акция, привлечь внимание к себе. Вот. На самом деле, там, это частный случай. И если бы она писала бы там за мужа, она бы просто это заявление отправила бы, никак бы его не пиарила, об этом вслух бы не заявляла и так далее, и так далее, и так далее. То есть, беспокойся о муже, беспокойся, пиши документы, работай там с правоохранительными органами, все что угодно. Но это ведь не спасение реноме мужа, если ты сама требуешь себя приписать туда. И это не спасение реноме других людей, это спасение своего реноме. Но, по сути, давайте эту вещь рассмотреть так, как ее надо смотреть просто, а не вот с такими, экивоками, которые нам предлагают рассмотреть, что вот я там к порядочным людям, а мы непорядочные. Пусть Минюст решит, хочет человек быть таким, пусть будет так. Это его Насчет Мурзагулова все-таки, он сыграл большую роль здесь, в политических процессах, да. Почему? Каких? Общественная палата, футбольный клуб Уфа, Башинформ, много чего. Не знаю, может быть, возможно, да. Да, и вот так вот просто вычеркивать его сейчас из страниц истории республики, вот только потому, что он перешел в другой лагерь, вы думаете, это уместно? Я думаю, есть такая очень важная вещь, которую надо всегда понимать, что человек сам хозяин своей судьбы. И все, что ты делаешь, что делай с умом и с какими-то, в общем-то, представлениями. Если у тебя есть цельное представление, что ты делаешь как-то, а не просто играешь «сегодня я поддерживаю госпроекты, завтра я оппозиция, послезавтра я еще кто-то», тогда ты актер. Если ты актер, так и скажи, что я актер, я не... За мои слова, так сказать, не берите меня ответственность, я себя сегодня так, а завтра буду так. Такое тоже бывает, почему бы и нет. Но иногда люди теряют эту грань. Вот если ты занимаешься, так сказать, государственными делами, ты себе считаешь, что ты тут играешь какую-то политическую роль или еще что-то делаешь, тогда имей цельную позицию. С этим государством будь до конца и в радостную, и в горестную минуту для этого государства. Ты решай его задачи, раз ты такой государственник. А раз ты, когда там возможность у тебя была решать это государственник, а сегодня государство как-то криво работает, и ты не государственник, извини, это несерьезно. Поэтому в данном случае я бы так не считал, а история, она даст свою оценку лет через, опять-таки, 5-10 или чуть больше. Оценят и его вклад, если он такой серьезный. Может быть, даже назовут улицу. Не думаю. Вот здесь точно не думаю. Вот Жириновский точно не думал, что в честь него будут называть улицу. Нет, Жириновский думал. Вот с Жириновским здесь тема очень такая спокойная. Я думаю, по Жириновскому, Зюганову, дай бог ему здоровья, если он, по-моему, жив, да, Явлинский, эти люди прекрасно думали или думают о том, что их именем назовут где-то. Пользователь Стив Шоу у нас в чате YouTube спрашивает вас, почему современному башкирскому обществу навязывают идеологию, как при коммунистах, и как незрелому обществу посредством однобокого освещения собственной истории в отношениях с Россией?
Никто не навязывает какие-то вещи. Это сразу надо не так воспринимать. Это, во-первых. Во-вторых, если вы считаете, что вам навязывают или что-то не навязывают, и опять-таки имейте трезвую, разумную голову и просто анализируйте, читайте литературу. У нас запрещенной литературы, кроме террористической, нет. Вся литература открыта. Пожалуйста, в библиотеках, в интернете она есть. Однобокой истории нет. На самом деле история, она многогранна и она многофакторна. И на самом деле есть масса разных точек зрения на события. Другое дело, что в учебной литературе детям дается, конечно же, та понятная, объясненная историками, общепринятая версия трактовки событий прошлого, которая предлагает государство, но до этого ведь обсуждался и историко-культурный стандарт для написания учебников и другие вещи. Через какое-то время те или иные события могут рассматриваться по-другому. Если, я понял здесь подоплеку, о чем пишет автор или говорит, о том, что почему мы не рассматриваем, опять-таки, там, башкирские восстания, там, движение Пугачева и якобы там антиколониальную борьбу, потому что это не совсем то, что предлагалось, это не антиколониальное движение, с точки зрения, это была просто в советское время такая натяжка, это и не национально-освободительное движение, потому что в 17-18 веке нации нет, нация появляется позднее, это народное движение. Как она могли освободиться, если сами добровольно вошли в состав России, а теперь освобождаются? И как это их колониально, если создают башкирское войско, имеют оно вооружение, воюют? И почему же тогда это колония? Это не совсем то. Надо читать просто литературу современную, есть много работ современных российских и зарубежных историков, которые показывают, что здесь немножко дискурс колониализма не работает. Это абсолютно не в духе Саида, ориентализма, книга его, и в духе таких советских зубодробительных, так сказать, версий классовой борьбы, там, феодальных протестов, феодальной борьбы там, или еще чего-то. Нет, совсем не то. Здесь очень сложная была ситуация, но, в принципе, империя формировалась в том числе и башкирами. Башкиры были имперский народ. Они добровольно вступили в состав России, получив большие привилегии, имея право собственности на землю, имея право иметь свою религию, которую никто у них не отбирал, имея местное самоуправление, и сохранились в таком варианте, как народ до тех уж событий XX века. Это, во-первых. Во-вторых, они себя всегда ощущали имперским народом и участвовали в боевых действиях за империю не по понуждению, а по желанию, потому что это было необходимо, это подтверждало право на землю. Вот вы сейчас сказали, было свое войско. Я почему-то вспомнил утреннюю новость о том, что создается 4-й батальон региональный. Чем вам не башкирское войско? Нет, это немножко разные вещи. Дело в том, что если мы будем создавать просто башкирское войско сами по себе, это будет незаконное вооруженное формирование. Все те добровольческие формирования, которые у нас создаются, они вступают либо в систему Министерства обороны, либо Минобороны. Да, по-другому нельзя. Я понимаю. Между тем, пользователь под ником Закив Валиди пишет: читал, что Шеймуратов участвовал и отличился в разгроме восстания тамбовских крестьян 1921 года. Вы что-то слышали об этом? Не то, что слышал, я это знаю, потому что я смотрел его личное дело. Да, он когда, учился в Казани на кавалерийских курсах, затем их направили под Тамбов подавлять это восстание. Там было очень мощное восстание, Антоновщина, как тогда называли, руководитель был Антонов, тамбовских крестьян против советской власти, против политики продразверстки, почему потом ее сменили НЭПом, и подавлял все это Тухачевский и военачальники. Туда было направлено большое количество войск, в том числе и тот курсантский отряд, и та воинская часть, он потом влился в воинскую часть, которая находилась там. Шеймуратов участвовал в подавлении этого восстания. То, что он отличился, такой информации нет, потому что нет ни награждений, ни фактов награждения, ни никаких других документов. Затем он там находился на кирсановских кавалерийских курсах, уже работал, и дальше служил в армии. Это постыдная часть или не постыдная часть? Нет, это нормальная часть, потому что в это время участвовали в том, так сказать, это было восстание, как считалось тогда по идеологии того государства, контрреволюционным. Оно подавлялось частями Красной Армии. Участвовали в подавлении огромное количество военачальников, героев Советского Союза. По-моему, даже Жуков отличился. Там было много их. То есть это несколько десятков тысяч отрядов красноармейцев и красных командиров. И постыдно-не постыдно подавляли движение, которое считалось контрреволюционным,
которая выступала против советской власти. Другое дело, что после этого экономическая политика была кардинально сменена, введен НЭП, из-за восстания в Кронштадте, из-за восстания здесь, Черного Орла, вилочное восстание, и Тамбовское движение там, в Центральной России. Вот это все Ленина заставило отменить продразверстку, ввести НЭП, новую экономическую политику. Но восстание в Кронштадте, опять-таки, подавлял в том числе Шагит Худайбердин. Ну, давайте об этом не будем запоминать. И в Кронштадте были матросы и солдаты, которые выступали, опять-таки, против большевиков, за советскую власть, против большевиков. Оно было очень жестоко подавлено. Такова ситуация была гражданской войны. Вот и всего лишь. Поэтому постыдно, не постыдно, нет. Он выполнял приказ, и выполнял приказ вся Красной Армии подавить это восстание. Тот же пользователь Заки Валиди спрашивает вас, знакомы ли вы с историком из Петербурга Олегом Соколовым, как и Рахимов, любитель реконструкции войн 1812 года и Наполеона? Слышал, да, что конечно, вы я были с ним... приятелями? Ну, мы не были приятелями. Я с ним знаком, во-первых, как реконструктором. Я знаком с ним как историком, потому что я часто ездил и езжу в Санкт-Петербург в университет, на исторический факультет. Сейчас у них называется Институт истории, и выступаю там на конференциях. И на нескольких конференциях с господином Соколовым я встречался, так сказать, общался, пикировался даже, дискутировали, ну, как ученые, да. А на реконструкциях мы выступаем, конечно, в разных ипостасях. Он на стороне французской армии, я в составе российской императорской армии. Ну, я знаком с ним. Потому что он там вот эти треуголки наполеоновской ходил и прямо... Нет, он не ходил Наполеон. Это все неправильно пишут. Он не ходил в форме Наполеона, у него не было наполеоновской формы, у него была форма, значит, дивизионного генерала наполеоновской армии. То есть это не наполеоновская форма, это форма генерала наполеоновской армии, если уж так правильно говорить. У него никогда не было формы наполеоновской. Кроме того, у него, кстати, была форма и русского генерала. Насколько я знаю, он выступал еще с лекциями по истории русской армии. Ну, а как историк вы его как оцениваете? Как историк у нас совершенно разные взгляды на войну. Он хороший источниковед, он много проработал в архивах, во Франции в том числе, он хорошо знает французский язык. Он очень много дал информации по французской армии, но концепция его, я ее не признаю и не принимаю, большинство российских историков не принимают, и на большинстве наших научных конференциях по войне 12 года он, конечно, не участвует, потому что мы однозначно оценим эту концепцию как абсолютно неверную. Ну, в основе лежит идея, которую еще когда-то предложил Михаил Николаевич Покровский. Это был такой историк-большевик, ученик Ключевского, в 20-30-е годы был, в начале 30-х умер. Вот. Там вся вина на развязывание войны 12 года на Александре. Александр I готовил войну, хотел напасть, но предварительно успел напасть Наполеон, чтобы, так сказать, снять напряженность, превентивный удар нанес. Это концепция Покровского. Что-то мне сейчас напоминает все это. Как будто... Да. Резуна, да. Вот. А вообще у Соколова вся война 12 года, все противоречия были из того, что Александр завидовал Наполеону, ненавидел его. Ну, в общем, какая-то личная неприязнь. Такая неприязнь, что спать не могу, есть не могу, да, как в известном фильме говорится. Вот. И из-за этой личной неприязни все вот нехорошее получилось. Если бы он имел бы приязнь и вел бы себя хорошо, то было бы все нормально. На самом деле там было огромное количество противоречий между Россией и Францией, неприемлемость революционных идеалов, республики и много-много чего другое. Дворянство поддерживало царя совершенно не из того, что он его не любил, а из того, что были экономические интересы. И много-много вообще чего, о чем надо думать. Поэтому концепция Соколова о том, что вина во всем это Александра и просто его личные какие-то обидки, это абсолютно наивное рассуждение, несерьезное. Поэтому даже спорить уже об этом бессмысленно с Соколовым. Но он считает, вот, что это было так, хотя это было не так. Между тем, пока мы с вами не виделись в эфире, депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов, депутат от Компартии, подготовил иск о признании недействительным соглашения о распаде Советского Союза. Ну, это чепуха. Вот, в своем иске депутат опирается на решение Госдумы 1996 года, которое признало соглашение о создании СНГ не имеющим юридической силы в части относящейся к прекращению существования Союза Советских Социалистических Республик. Что думаете по этому поводу? Есть ли перспективы этого иска? И как историк, как вы это оцениваете? Возможно ли такие документы, как создание СНГ, вот взад взять и вернуть назад? Нет, ничего невозможно. Можно все начать сначала, ничего нельзя вернуть.
такая была группа «Воскресенье», у нее была такая песня. Так вот, все это абсолютный тоже пиар, абсолютная глупость. Поэтому я бы предложил людям вообще такими вещами не заниматься. Дело в том, что история назад не возвращается. Это, во-первых, мы изменились. Во-вторых, говорить о том, что эти документы ничтожны или еще что-то, все революции или смены больших социальных структур происходят не по правилам, не по законам Госдумы или описанным в каких-то там кодексах, они происходят сами по себе. Мы признаем де-факто случившееся событие. Скажем, сейчас была большая книга Мультатули, которым я тоже знаком очень хорошо, где он расписал о том, что манифест об отречении царя недействителен, потому что он не утвержден Сенатом, ну и так далее. Совершенно верно, с точки зрения законов Российской империи он недействителен. Но это факт. И император отрекся от престола, и потом никогда не говорил, что я беру отречение назад, оно недействительное, нет, я император. Нет, он отрекся, все. Это факт. Захват власти большевиками 24-25 октября 1917 года, там тоже нет никаких постановлений, что можно захватить власть. Это был захват власти, революция Октябрьская. Всего лишь. А у кого, извините, у Временного правительства? Да. Но дело в том, так Временное правительство само было на мази. Но дело в том, что нет такого документа. Это тоже вроде незаконно. Поэтому говорить о том, что Октябрьская революция незаконна, можно говорить, что незаконно. Это насильственный захват власти. От этого не меняется событие. Точно так же, как распад СССР, к которому мы пришли, хотя было, да, и референдум, который был за сохранение СССР, я помню это хорошо, референдум, и все остальное, но элиты вели страну в ситуацию таким образом, что распад СССР был явлением очевидным уже. Поэтому признавать там Беловежские соглашения, не признавать. А тем более, это, кстати, до оригинального документа утерян. Да, хоть и не утерян, хоть утерян, какая теперь уже разница? Это все сложившаяся ситуация, которую мы обратно не вернем. Даже сейчас и наказывать некого. То есть Хафизов хайпует просто? Я считаю, что да. Просто не надо, это глупо. Не надо такой хайп. Хайп надо поднимать по делу, а не вот потому, что мы отменяем какое-то решение. Это совершенно неверно. Между тем, нас возвращает снова к теме генерала Шаймуратова. Я вспомнил просто, что буквально пару недель назад на одном из казанских телеканалов прошел сюжет на татарском языке. Название канала не вспомню уже. Я видел. Видели. Татарский генерал. И нас спрашивают, на самом деле, вот пользователь, опять же, Заки Валиди, Шаймуратов указывал в документах, что он татарин. Шаймуратов указывал в документах разные вещи в силу разных ситуаций, в которых он находился. И все люди в то время очень внимательно понимали, что они заполняют. Дело в том, что в 1936-1937 год это период сталинских репрессий, которые затрагивали и Красную армию. Вспомним про дело Тухачевского, Егира, Убаревича, затем Блюхера и так далее. Так вот, здесь репрессии в Башкирии шли по двум линиям. Всех представителей башкирских элит признали служащими в Белой армии. Почему? Потому что башкирское войско в 18 году воевало на стороне белых, это все знают. А в феврале принято было решение, в марте 19 года оно перешло на сторону Красной армии. Но так или иначе, в течение 1918 начала 19 года башкирское войско, огромное количество людей, 1000, воевал на стороне белых. И, конечно, в 1937 году вспомнили, что вы все белогвардейцы. Поэтому, если бы Шаймуратов написал, что он башкир, он бы пошел за Муртазиным и другими товарищами, которых репрессировали, в первую очередь, как контрреволюционеров, белогвардейцев. То, что он написал татарин, в одних документах, в анкетах так он написал, эти анкеты тоже видел. Там, кстати, неправильно написал указание родной деревни. Он написал, я родился не в Бештяках, а в Арсланово. В Арсланово жила его сестра. Я бывал в этой деревне, знаю их родственников. И он не родился в Арсланово, это все тоже знают. Но в этой анкете он так указал. Немножко, так сказать, запутывал ситуацию, потому что тогда была очень строгая возможность попасть просто под каток репрессий. Это, во-первых. Во-вторых, для нас важно, кем себя считал сам Шаймуратов, а не как писалось в документах, и, боже упаси, не так, как мы его называем, то есть какой нации мы его приписываем. Шаймуратов себя считал советским офицером. И во всех его высказываниях, которые зафиксированы документально, и других документах, письмах, он красный командир, советский офицер. В то время, больше занимались идеей советской модернизации, строительства советского общества, государства. И немножко национальную тему она была не совсем
такой актуальной. Когда создавали национальные части, в том числе башкирскую кавалерийскую дивизию, национальная тема стала актуальной. И Шаймуратов командовал этой дивизией, и, конечно же, считал себя башкиром, поскольку он командует башкирской дивизией, что совершенно верно. Но на самом деле, по самосознанию, это был советский офицер. То, что мы его будем сейчас приписывать какой-то национальности или каким-то вот таким вещам, писать татарский генерал, ну, это очень смешно, наивно. Ну, к сожалению, татарские элиты, особенно СМИ, они вот пока что живут такими, так сказать, фантомными болями некого суверенитета 90-х годов и пытаются показать, что это очередной татарский генерал. Нигде Шаймуратов не заявлял: я татарский генерал. И, разумеется, ну, как его приписывать? Шаймуратов, он герой всех, он герой России, он герой всех народов. Позволю себе небольшую реплику. Просто лет 10 назад, когда я был в Казани, по-моему, был перед универсиадой, зашел я в музей, по-моему, Кровеческий, напротив прямо Казанского Кремля, напротив мэрии, это же, по-моему, Кровеческий музей. Национальный музей. Национальный музей, да. Там одна экспозиция была посвящена танковому училищу, который находился когда-то на территории Казани. Иду среди экспозиций, там на экспозиции наш выпускник, генерал Гудериан. Да, он там учился, кстати. К вопросу, кто наш? Татарский генерал Гудериан, можно так сказать. Нет, там несколько офицеров учились, в том числе Гудериан. Кстати, он хорошо учился. А самое интересное, я приехал на следующий год, и уже вот это было изъято. Ну, да, он не стал татарским генералом. Нет, конечно, это очень глупо. Не надо растаскивать героев по национальным квартирам. Они воевали за Советский Союз, они воевали за СССР. Они воевали за свободу, независимость всех народов нашей великой страны в то время. Пока мы с вами не виделись, с репертуара Башгосдрамтеатра сняли постановку «Зулейха». Ожидаемо. Да, вы знаете эту ситуацию. Башкирский академический театр поддерживает специальную военную операцию. Говорилось в том сообщении, которое Россия была вынуждена проводить на Украине. Театр призван пропагандировать единое для российского народа чего-то. Я сейчас открываю это внимание, вот этот вот дисклеймер, вот это сообщение с сайта театра, это сообщение удалено почему-то по какой-то причине. Хотя раньше здесь висело. Как вы относитесь к снятию спектакля Гузельяхиной, да, и вообще почему произведение должно отвечать за слова своего автора? Почему так? Ну, Оно-то чем я виновато? не собираюсь здесь оценивать деятельность театра, это как бы внутритеатральная политика, дирекций и режиссеров там. Соответственно, у них есть свой там совет какой-то и так далее. Если театр считает необходимо снять пьесу, он снимает. Это абсолютно нормальное явление. Это, в общем, если он это еще и объясняет, почему, ну, тоже понятно. И объяснение в данном случае, о котором вы говорите, я читал, вполне ясно, почему. Почему коснулся этой пьесы? Ну, рано или поздно должно было коснуться. Дело в том, что произведение Гузельяхиной, которое про Зулейху и про поезд на Самарканд, ну, понятно, что это графомания, понятно, что это абсолютно исторически недостоверные вещи. Вы забыли «Дети мои» еще? Ну, да. Ну, в первую очередь эти два. Поезд на Самарканд вообще украден. Весь сюжет и вся историческая канва из работы краеведа, который, в общем-то... Ну, боже мой, неужели вы ведете на эти слухи? Ну, нет. Уже много раз уже разъяснялось, даже была чуть ли не экспертиза. Ну, бросьте. Вот все, что там есть, это все фальшиво. Вот по поводу исторической части по Зулейху открывает глаза, я бы сказал, что абсолютная работа, выполненная под заказом. Это целый проект, который поддерживался и реализовывался тогда в нашей стране, у нас свобода. И понятно, что графоманская вещь, которая лежала во всех книжных магазинах на первой, так сказать, полке, чтобы все ее покупали и раскручивалась, ну, это был проект. А чей проект? Проект, ну, там несколько писательниц, одну я уж забыл, как ее зовут, ну, как-то... Не, есть. проект имеется в виду, это в смысле по заказу чему-то или как? Или написано было, или нет, какая-то ну, подоплека? написано там, я понимаю, написано-то в ППХ написано. А проект – это некий проект. Когда идет такая идея о том, что вот надо дать сильное произведение творческое, ну, фильм там или прозу, или еще что-то,
который будет вот показывать, что в этой стране все плохо, что вот плохая страна, что встаньте на колени, покайтесь. Самое лучшее – это вот репрессии, потому что они коснулись практически всей страны, и все должны стать на колени. Бесконечно требуют вот этих репрессиях покаяться. Кстати, все это вызывает абсолютно еще более такую большую волну антипокаяния, когда люди недовольны. Но она перехлестывает иногда. У нас получается все в рамках дискурса такой сталинисты, антисталинисты. Хотя это тоже неправильно. И говорить, что не было репрессий, это глупость. Они были. И документы есть, и все есть, свидетельства есть. И были расстрелы неподсудные, массовые, и крестьянство уничтожалось. Это правда, на самом деле. Но здесь в проекте показана абсолютно вещь, которая направлена на то, чтобы люди разочаровались в истории своей страны. И вот в данном случае Зулейха, так сказать, проработала. Другое дело, что там есть еще одна очень больная тема, которая мне очень тоже неприятна, она затронула национальную часть, потому что это, по сути, клевета на татарский народ. Я хорошо знаю татар, в деревнях бывал у них, общался, знаю их культуру, жизнь. Все, что там про татар написано, нехорошо это. Не надо так писать о татарском народе. И то, что татарская интеллигенция это восприняла очень болезненно, я здесь солидарен с ними. А прямо вся татарская интеллигенция? С теми, с кем я разговаривал, я говорю об историках, с кем я общаюсь, я с писателями, с журналистами не знаком, с историками знаком. Они, конечно, очень с большой горечью и с большим, таким расстройством жаловались мне, что это вот нехорошо, это неправда. Я сказал, Искандер, я прекрасно это понимаю, вот так вот есть. Это одна проблема. И эта проблема заключается в том, что дальше должны были быть клоны, и появились бы такие же произведения еще где-то, касающиеся тех или иных народов. А больных точек много, и выселение калмыков, и выселение чеченцев. Что это, не было, что ли, этого? Было же. Это трагедия же этих народов. Почему об этом не сказать? Об этом написано и в учебниках, и об этом все знают. Но вы понимаете, никто это не перекладывал на театральные помостки, понимаете? Господи. Вот смотрите. И тем более так красочно, красиво. Вот у вас есть тема, она называется историческая память. Это немножко разные вещи. Есть историческая память, которая хранится у народа. Историческая память – это некий нарратив об очень больных темах в истории этого народа. То есть народ помнит эти болячки, переживания. Скажем, для башкирского народа это голод 21 года. Это страшная тема. Это голод. Это очень страшная тема, потому что погибло очень много людей. Просто страшный голод. Его помнили. Вторая тема – это война, Великая Отечественная, когда тоже погибло много людей. Вот это две темы, которые в памяти народа сохраняются. Другие темы уходят куда-то уже вдаль. То же самое для калмыцкого народа – это выселение. Я просто хорошо знаю калмыков, я езжу туда. У чеченского народа – это выселение. У еврейского народа – Холокост. Понимаете, это все. Но если мы будем, это память этих народов, но если мы будем эту память вытаскивать, то бесконечно ее, то получится, что у нас вся история – это одна горечь. Но должна быть некая нормальная ситуация оценки этого. Надо не показывать, как все плохо, плохо, плохо. А было так, но как душа человека, как побеждает человек, как мы пересилили это, и мы сейчас это оцениваем. Если же мы будем все время жить в прошлом, мы в нем и останемся. Я как историк говорю, не живите вы в прошлом, живите в настоящем и стройте будущее. Окей, понимаю. Но давайте рассматривать эту вещь как коммерческую постановку, приносящую доход театру и привлекающую, между прочим, к истории молодежь. К истории это не привлекает, это привлекает политизация истории, это раз. То, что коммерческая постановка, нисколько не спорю, коммерческих постановок бывает много, будет ставить другую. Что ж теперь за коммерческую? Самая лучшая коммерческая постановка – это порнография. Вы получите столько денег, что удивитесь, сколько денег люди платят за это. Окей, я зачитаю слова Юнира Кутугужина, это председатель фракции коммунистов в Курултае. Мы должны продолжать развенчивать фейки о советском образе жизни, о советских людях, как о каком-то тупом и жестоком совке, а не народе-созидателе. Поэтому мы приветствуем решение коллектива Башкирского драмтеатра снять с репертуара откровенно антисоветский спектакль Яхиной «Зулейха открывает глаза». Вам ничего не царапает здесь в этом? Царапает, потому что это оценка, опять-таки, я вам говорю, что нас опять загоняют в ситуацию сталинисты, антисталинисты. Все, кто пытаются расколоть общество, пытаются всегда загнать в две структуры. И это всегда смешно, потому что общество многогранно. В конце 90-х, когда пошли эти бесконечные улицы разбитых фонарей, какие-то менты, ужас какой-то, ужас.
И хотели сделать наше общество такое. Одни – это менты, другие – это вот бандиты, да? Но общество не хочет быть ни ментами, ни бандитами. Общество хочет быть просто обществом. И как-то эта тема потом просто спала, потому что это стало неинтересно. Потом пошла вот вторая версия, что это общество у нас сталинисты и антисталинисты. Но мы не сталинисты и не антисталинисты. Оголотелыми быть такими вещами не надо. Не надо жить этим прошлым, не надо жить одной идеей. То, что пьеса антисоветская, причем здесь антисоветская, пьеса антиисторичная, она не та пьеса, которая показывает историю, а та пьеса, которая историю сует и просто бьет ею по голове. Вот такая она у вас, плохая вся, кривая. Вот она что говорит, понимаете? А то, что там советское, антисоветское, это вот как наш Довлатов, наш земляк говорил. Какая разница, советчик или антисоветчик? Все одно и то же. Понимаете? Поэтому высказывания коммунистических лидеров современных там фракций партии мне мало интересно. Они рассуждают опять-таки в каких-то дремучих аргументациях там 80-х годов. Извините, сейчас 2022 год заканчивается. Ну, жить-то надо по-другому. Вы про Довлатова сейчас упомянули, я просто вспомнил небольшую реплику. Там, вот здесь прямо сходу хотят присвоить имя улицы Жириновского. С Довлатовым как бились долго, да, чтобы вот этот кусок большой здесь на Гоголя присвоить ему. Ну, правда, дошло дело только до мемориальной доски, и как бы вроде даже с этим было очень тяжело. Я помню, что Довлатова очень-очень тяжело пытались здесь воплотить в какой-либо памяти. А вы говорите... Не совсем. Во-первых, работа шла, я немножко в курсе этих действий, я не был в этом коллективе, ну, я знаю этих ребят, знаю, как они действовали, знаю, как это все шло, потому что там параллельно шла еще другая работа, еще одной группы, потому что было предложено поставить мемориальную доску Колчаку, который здесь бывал, и который тоже исследователь Арктики, так, ну, личность тоже. Да, с минусами и с плюсами, но это личность историческая. Что дело, кстати, закончилось? Почему не избрали? Город отказал жестко. Сказал, что нет, мы не будем ставить. Я сказал, что возьмите тайм-паузу, потому что пока что представление у людей о Колчаке такое, и вы не добьетесь своего. Доска у вас будет не памятью, а местом разъединения людей. Ну, а если мы сделаем то, что будет местом разъединения, это плохо. Памятное место должно соединять людей. Вот. Поэтому история с доской Колчаку, она ушла в небытие. А история с доской Довлатова, она реализовалась, и на конечном этапе я даже приложил свой голос. Но в любом случае, но она получилась. получилась. Все это было очень тяжело, долго, и это во времена Елаова было. Елаов еще тогда ему ставил упрек, что он уехал за границу, там, в Америку. Потому что, понятно, здесь вся проблема в том, что элиты мыслят, опять-таки, историческими представлениями очень старыми. Они не развивались и не развиваются, не читают, не изучают, не смотрят. И отсюда у нас вся вот эта странная борьба, когда в Татарстане Шеймуратов всего лишь татарский генерал, а другие вещи требуют опять рассказать про восстание Пугачевщину, но не видят что-то другого. Третьи видят одни только репрессии и все остальное, но не хотят видеть... Ну, был модернизационный проект. Башкирия из аграрной республики стала регионом индустриальным. Это скачок невероятный. Сохранился башкирский язык, он сохранился на государственном уровне. Развивается культура народов Башкортостана и башкирского народа в том числе. Создана филармония, драмтеатр, но это все работает. Хорошо, вернемся. Вы понимаете, что, отказаться от этого, что ли, из-за того, что Зулейха открыла глаза? Что отказаться сейчас от того, ей что... закрыли глаза. Да, что этого не было, что ли? Так это же было сделано в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы нашими предками. Здесь там реплику пишет пользователь Ольга Иванова. Довлатов не убивал людей, зачем сравнивать Довлатова с Колчаком? Да нет, никто не сравнивает, на самом деле. Никто не сравнивает. Вот опять путаете, вы внимательно слушайте, о чем я говорю. Просто две группы параллельно работали по двум доскам. Я просто курировал их, как историк, подсказывал, помогал. Это совершенно разные вещи. Смотрите, Амина Шафикова выступила в защиту решения Торгу Башгосударственного театра. Как министр культуры, конечно, должен. Как министр культуры. Буквально через 2 дня получила государственную награду. Это как-то связано между собой? Нет. Все давно уже знают, что государственные награды, которые даются, их готовят в течение года или даже полугода. И там собираются определенные бумаги, характеристики, представления, масса всяких вещей. И просто так государственную награду не дают. Это на фронте могут дать государственную награду за подвиг, который человек совершил, все видели его. Да, могут дать сразу орден или медаль, так и было. Но здесь, в трудовой, так сказать, нашей деятельности, к наградам идут очень долго. И поэтому все звания, награды, их наградная комиссия 10 раз проверяет, перепроверяет,
много очень документов отправляется, и есть ответственные люди, которые подписывают эти документы. Все не так просто, это просто совпадение сложилось так. А между тем, за это время, пока мы не виделись, у фильма «Голод» режиссера Татьяны Сорокиной, я помню, что там принимал участие бывший редактор, шеф-редактор Москвы в Уфе Максим Курников. Максим Курников, кстати, закончил истфак Оренбургского педуниверситета, мы с ним знакомы. Тем более, он тем неплохо более. учился, кстати. Тем более, он один из авторов этого фильма. Да, но Потому фильм что тоже был проектный. Архангельский там также принимает участие. Так вот, у него отозвали прокатное удостоверение. Давайте теперь послушаем. Үлем, үлем, ниме булып китте. Сколько жизней унес этот голод? По самым приблизительным оценкам, это около 5 миллионов человек. А ты сидишь-то Папа, что ты хочешь с нами сделать? Съели весь скот, потом начали есть людей. Это был первый голод после времен смуты, когда официально были зафиксированы случаи каннибализма. Халык хәлһез, хатта кешене ашай кеше. В глухих деревнях многие семейства, за раз все вместе или в одиночку, беспомощно и тихо умирали, поставив над собою крест и точку. Что такое советская власть? Сам Ленин знал, что если мы не получим помощь, возможно, будет уже конец нового режима. Нужно было его снимать с проката? Скажите, что здесь плохого? Масса ошибок, и сразу хочу сказать, что фильм был задан как проект изначально. Это Тоже антисоветский. не антисоветский. Ну что с этим советский, антисоветский? Ну что вы живете в каких-то измерениях? Я использую терминологию господина Клугужина. Ну не надо, ну вы же современный человек. Ну прекратите ерундой заниматься. Во-первых, голод со времен там чего-то, смуты, там чего-то, это не совсем правда. Голодали очень часто. Голодовки были в конце 19 века у башкир сильные, и случаи каннибализма тоже были, это известно. Огромное количество людей умирало. Голодовки в данном регионе, они бывают, и они вполне были даже нормальные для населения, потому что оно держало зерно, потом продавало хорошо. Там есть целые исследования, это отдельно можно разговаривать, где историки все это расписали. Но голод 21 года, он был немножко другой. Но проблема заключалась в том, что голод наложился на две вещи. Так случилось, что, во-первых, прошла здесь катком гражданская война, которая уничтожила, во-первых, погибли люди, которые занимались земледелием, и уничтожила сельхозинвентарь, лошадей и все остальное. Это во-первых. Во-вторых, башкиры не рассчитывали на... То есть сама система хозяйственных башкир, потому что в этом голоде погибло больше башкир, чем русского населения. Не из-за того, что это было специально, а погибали русские деревни еще как-то жили, а башкирские вымирали. Это действительно так. И погибло страшное количество людей. Но здесь была ситуация в том, что они не были подготовлены к этому голоду, к тому, что может быть голодовка, и переход системы хозяйственной был другой, потому что они занимались кочевым скотоводством и так далее. А здесь не получилось того количества лошадей и других вещей, которые заменяли, собственно говоря, хлеб. А теперь не стало ни того и ни другого. И здесь очень несколько таких важных факторов наложились друг на друга и привели к тому, что голод был просто ужасный. Погибло действительно много людей. Это страшная трагедия. И погибло в силу нескольких обстоятельств. Но в первую очередь, конечно, это гражданская война. Потому что она прошла здесь катком, уничтожила очень многое, чего нужно было. Посевной материал и всякие эти саха, плуг, все, что было необходимо. Это все исчезло, лошадей. И система питания, хозяйствования, она была ориентирована на другую систему, а здесь получилась другая. А на нее нет хлеба. И если в царское время были специальные магазины, делались хлебомагазины, то есть запасы хлеба, это склады, это еще при Николае Первом это делалось, потому что знали, что могут быть голодовки, то теперь этих хлебных запасов не было. Их же выгребли во время гражданской войны. И получилось, что у населения не было и своего запаса. Вот все это наложилось, эти обстоятельства. Мы-то сейчас историки вполне все расписали. Но фильм ведь... В фильме хотят показать, что во всем виновата советская власть, а советская власть как раз делала все возможное. Так не говорят. Наложение обстоятельств, и в том числе и климатические. Да, но дальше есть там масса вещей, где, по сути, все рассказывается, что все это делалось
специально, нарочно местная власть трубила об этом голоде в Москву очень давно, уже понимая ситуацию, что она усугубляется тем, что погода другая становится, и все накладывается. Документы все эти есть. Местная власть заявляла, что она не справляется и не справится с этой ситуацией. Другое дело, что под тем, что надо помочь голодающим, Ленин принял ряд решений, которые были, конечно, очень чудовищны. Это изымать у церквей и у мечетей ценности под видом для помощи голодающим. На самом деле это был грабеж. Так ведь помогали еще и американцы. Почему об этом нельзя сказать? Об этом говорят, и никто об этом никогда не замалчивал. Кто об этом говорит? Скажите, давайте. Давайте не будем рассказывать вот эти сказки друг другу. Возьмем просто даже со времен еще советских времен учебные пособия и то, что вышло у нас в 90-е годы. Опубликованные работы исследователей, у нас Бирский целый исследователь написал по этому поводу много работ. Опубликованы эти статьи, никто их не запрещал. Опубликовано много в краеведческой литературе и фотографий этих мест, где, людей кормили и так далее. И известны имена этих американских людей, которые То есть сюда это приехали. не замалчивается? На ваш взгляд? Никогда не замалчивалась эта помощь, никогда не замалчивалась. Они все знали, никто никогда не говорил. Но если мы сейчас поднимем документы, они же есть, но товарищи, наверное, не совсем хотели их смотреть. Большая часть спасенных была спасена действиями местных органов власти, которые это делали. Вы говорите, не Более хотите того, посмотреть, перед ними закрывались архивы, музеи, и за ними наблюдение устанавливалось. Вы знаете, с какими проблемами занимался этот фильм? Вот смотрите, если бы они заранее, соответственно, написали бы какие-то бумаги, где их принимали бы, и их бы приняли, то их бы приняли. Я вам просто говорю, потому что еще снимался фильм, где мы, собственно говоря, я как историк-архивист показал им все эти документы по голоду. Приезжала еще одна съемочная группа, они написали заранее все документы, их в архивы пустили. Тогда в то время был ковид, и там были ограничения. Вот это одна проблема. Вторая проблема в том, что советские органы власти все-таки спасли больше людей и сделали больше для того, чтобы спасти людей. Чем АРА. Но АРА, ее помощь, мы не можем считать плохо или много. Это невозможно. Она тоже помощь. Они спасли людей. Я вам скажу, что и причем спасали не только в Уфе, а в нескольких регионах Башкирии, в сельских местностях. И документы по ним, они есть в архиве. Никто это не спрятывал, не запрещал. И публикации по этим вещам, они есть. И они у нас в краеведческой литературе есть, и везде. Нет, это не запретная тема. Американцы спасали. Это никто не спорит. То, что ценности изымались не совсем на помощь голодающим, это тоже известно. И это тоже никто не закрывает. Но другое дело, что у нас получается опять перехлест. Если бы не американцы, Башкирии бы не было. Спасли только американцы. Советские органы вот здесь на местах. Там другая еще была проблема. Не то, что просто людей накормить. Была проблема, людей надо было санитарно обработать. Там еще ТИФ пришел потом летом. Вот эти все действия по вокзалу Уфы, по другим местам, где строили, вот эти трупы убирали, вот где, вот эти отхожие места вычищали, чтобы ТИФ не распространялся, где устраивали бани, помывочные пункты, вот это все, сбор одежды, это тоже была большая работа. Вот это делали уже местные власти, потому что это тоже часть борьбы с голодом. Не просто человека надо накормить, а много чего надо еще другое сделать, когда вы занимаетесь этой темой очень внимательно. Здесь пользователь под ником Ольга Иванова у нас, кстати, возвращает опять к театральной постановке «Зулейхе», но она протягивает параллель с другим спектаклем. Насколько я помню, это была история 2-летней давности в Стерлитамаке, Стерлитамакский драмтеатр, сказки Кесебеке. Там тоже была снята театральная постановка. Да, ее сняли. Ее сняли, но вспомните подоплеку. Тоже, в принципе, политика вмешалась, мне кажется. Нет, не политика здесь мешалась. Здесь мешалось правильное понимание того, что этот спектакль, собственно говоря, не должен быть в прокате. С труппой было как-то, я пытался им объяснить, но труппа заняла заранее подготовленную позицию, не очень красиво повела себя, сделала странную нарезку из моего выступления, хотя я им вначале объяснил, почему это, с чем это связано и что это. И даже объяснил, в чем проблема, но они не хотели слушать. То есть понятно. сказ и Зулейха – это разные вещи. Не по политическим мотивам, или по политическим мотивам все-таки снятые. По Зулейхе там не совсем политический мотив. Все думают, что это пронациональное.
там снято не про национальное. Там снято по той теме, которая, ну, скажем так, в уголовном законодательстве будет связана с религиозными аспектами. И в любом случае эта постановка была бы снята прокуратурой с треском, со скандалом и так далее. Там статья, я же объяснял этим работникам театра, но они не хотели слушать, они хотели сделать так, что вот национализм, что вот башкирскую нацию и так далее, в общем, всякие такие вещи. Это совсем не с этим связано. А Зулейха все-таки политическая? Зулейха – это политический проект, который был задан и, так сказать, реализовывался, направленный на отказ от российской истории. Этот проект развивался. Вот была даже целая тема, потом Максим Курников и какая-то Шульман, значит, которая какая-то Екатерина Михайловна Шульман. Ну да, но она как социолог-то молодец, а как историк какая-то, я бы вам так сказал. Пусть она не обижается, конечно. Ездили тут в Оренбург, сюда, за какие-то деньги рассказывали, пытались рассказать историю России. Ну, понятно, что все плохо, а толком они ничего не знали, и Шульман, конечно, несла, ну, просто чепуху. Зачем? Если ты социолог, ну, занимайся своими делами. Рамиль Сабуевич, у нас поджимает время, буквально последние минуты. Я хочу вас спросить, мы уже сегодня упоминали Екатеринбург и Ельцин-центр. Буквально под занавес, смотрите, новость этой недели. В Екатеринбурге объявилась группировка, которая сжигает автомобили с Z-символикой. Свои поступки они снимают на видео, выкладывают в интернет. Это ли не гражданское ли противостояние? Нет, это хулиганство. Хулиганство. Ну, завтра можно бить в лицо тому, кто носит очки, а послезавтра можно по цвету кожи делать. Ну, все что угодно. Можно машины синего или голубого, розового цвета сжигать. Это хулиганство. Рамиль Сабуевич, спасибо вам большое за эфир. Спасибо. Мы ждем вас еще до конца года на подведение итогов. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания.